Ассаляму алейкум. Я представляю мусульманскую школу в Москве. Это единственная школа в Москве, в которой обучаются дети мусульман. Хочу поблагодарить Хабибуллу за то, что он нашел время для того, чтобы прийти в нашу школу и показать вам всем, как прекрасна наша школа. В нашей школе обучаются в основном дети мигрантов. Это таджики, узбеки, кыргызы. Есть дети из Дагестана, есть дети из Чеченской республики. В общем, одним словом, мусульмане. Я знаю, что мигранты часто встречаются с проблемой, куда отдать ребенка учиться. Особенно, когда они приезжают из Таджикистана, Узбекистана в растерянности. Отличное решение для вас – это наша мусульманская школа. В нашей школе есть и светские предметы, есть и религиозные предметы, такие как акида, фикх, Коран, история пророков. То есть ребенок получает полноценное религиозное и светское воспитание. Есть и халяльное питание, что немаловажно. Вот. И для детей они окружены заботой, вниманием. Ассаламу алейкум, Анас Хазрат. Вот и как обещали, пришли к вам в школу. Хотим, чтобы вы сказали нам что-нибудь про школу, дали нам информацию подробную, чтобы все родители знали про вашу школу. Ну, альхамдулилля, алейкум салям, рахматуллах, баракату. У нас на самом деле школа прекрасная школа. И наша школа чем она отличается от других школ? И здесь в основном учатся дети мусульмане, альхамдулилля. И здесь преимущество этой школы, здесь наши дети проходят полностью школьную программу, религиозную программу. Тут же они совершают намаз. И у нас начинаются дети с 4 лет, группа дошколят. И есть у нас первый класс, то есть группа дошколят и первый класс, они учатся у нас 4 дня в неделю. А со 2 класса выше, то есть 3, 4, 5 и до 10 класса, они у нас учатся 5 дней, с 8:30 до 3 часов, без проживания. За это время у них есть халяльный завтрак, обед. Алхамдулилля. У нас есть, можно сказать, с разных стран, многие национальностей, но в основном мусульмане. Так, дети, мы с вами приехали в Москву из разных стран, так же ведь? И мы с вами дети разной национальности. Да? Среди нас есть таджики, среди нас есть узбеки, среди нас есть чеченцы, среди нас есть дагестанцы, среди нас есть еще другие национальности, так ведь? А сейчас вопрос. Поднимите руку, кто приехал из Таджикистана? Угу. Машаллах, как хорошо. Отпустили руки. А сейчас поднимите руки те, кто приехал из Узбекистана. Угу. Молодцы, видите, как много нас? Отпустите руки. А кто же приехал из какой страны? Из Кыргызстана. А ну поднимите руки. О, сколько детей у нас учатся, видите? Молодцы, машаллах. Все мы с вами говорим на каком языке? На русском языке. Алхамдулилля, дети довольны, родители довольны. Здесь же дети должны совершать намаз. Алхамдулилля. Находимся в ближайшем метро у нас Бутырская, Тимирязевский район. От метро где-то 2 остановки пешком. Школа у нас платная, потому что, к сожалению, мы снимаем то есть помещение, выплачиваем аренду. И аренда, сами знаете, в Москве какие дорогие. И поэтому, да, что мы должны как-то содержать школу, поэтому школа у нас платная. И у нас получается где-то в день это где-то 580 рублей.
Это в месяц где-то получается 14 тысяч. Ну, дошколят, конечно, подешевле. Поэтому, альхамдулилля, всех приглашаем проходить, посмотреть. Надеюсь, всем понравится. Можно нам позвонить, также по WhatsApp оставлять смс. То, что касается, здесь дети кушают халяль. У нас есть своя кухня, сами готовим. Готовим именно то, что детям нравится. И кроме того, здесь мы отмечаем мусульманские праздники. И кроме этого, мы также отмечаем такие важные дни, которые проходят в России, как 9 мая, чтобы наши дети знали, что война страшное дело, что наши дети, скоро они все вырастут, да, то есть, чтобы они всегда старались, всегда был мир между людьми, между народами. Поэтому мы этому их тоже учим, призываем, объясняем. Альхамдулилля, да. То есть, на самом деле, в школе очень хорошая, дружная атмосфера. У нас дети не курят, не пьют. Альхамдулилля. То есть, это самое важное. Мы учим, что мы что все мусульмане, мы братья. Да, мы учим толерантное отношение даже всем другим конфессиям, чтобы было много таких центров, много таких школ, потому что мы должны думать о своих детях. Именно мы знаем, не самое главное иметь детей, а надо, чтобы они были качественны, то есть знали религию, соблюдали его, изучали религию. Религия — это не только намаз, не только пост Рамадан. Религия — это отношения, хорошие отношения родителям, уважение старших, хорошее отношение с своими соседями, уважение младшим. Поэтому, альхамдулилля, мы стараемся здесь все это проходить. Поэтому мы всех приглашаем, всех мусульман, к нам в школу. Мы готовы общаться, мы готовы сотрудничать, иншаллах, на разных направлениях, лишь бы, чтобы процветала наша религия, наша умма, альхамдулилля, лишь бы, чтобы наши дети были грамотными и знали и религию, и светские предметы. Ну, поэтому мы всех приглашаем. Светские предметы вы имеете в виду, это химия? Да, светские предметы, здесь они проходят, и химию они проходят полностью, и биологию они здесь проходят, и здесь проходят информатику, здесь проходят и английский язык, и арабский язык, и религиозный предмет, конечно, программа мадраса, то есть Коран, потом именно история пророков, сира, еженаписание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Здесь же они проходят хадисы, ахляк, нравственность, фик, основы ислама, акида, основы веры. То есть мы стараемся все программы проходить, альхамдулилля, чтобы наши дети знали, насколько наша религия красивая. What is your name? Zaid, please. What is your name? My name's Zaid. How old are you? I'm 7. Uh-huh. Can you count till the 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good for you, Zaid. 1492 год. Кто скажет, что произошло в этом году? Давай. В 1492 году Христофор Колумб открыл Америку. Молодец. 1519-1522 годы. Что произошло в эти года? Давай, Маби, да? В 1519 и 1522 Фердинанд Магеллан совершил кругосветное путешествие. Маша, молодец, садись. А сама дальше. Сок из моркови, морковный сок. Так, у кого так, как у него? Так, 4, Юнус. Варенье земляники, земляничное. Земляничное варенье. Богдан. У большинства детей есть языковой барьер, вот, и Да, с документами как-то не полностью. Да, если языковой барьер, да, мы их тоже учим русский язык. Для них есть отдельный класс. Если дети вообще не знают, мы в течение нескольких месяцев учим русский язык, а потом уже параллельно начинаем проходить все, да, подключаются все другие именно и уроки тоже они учат.
Поэтому то, что языковой дети, если не знают, это не проблема. Мы их учим, объясняем, и через несколько месяцев, самый максимум уже через год, все, они уже начинают по-русски говорить красиво, писать, читать, считать, альхамдулилля, понимать. Самое главное. Отказываетесь, да? Да, мы не отказываемся, мы всех принимаем, альхамдулилля. Так что и то, что касается гражданства тоже всех принимаем. Кто может находиться в России, то есть кто имеет регистрацию, да, мы спокойно могут они проходить, учиться у нас в школе. Есть такие моменты, некоторые есть у них регистрация на Московскую область, на другие города. Что с ними? Ну, могут, если они имеют регистрацию в Москве области, они могут спокойно проходить, учиться. Или же, например, если они даже являются, например, иностранных граждан, тоже они могут учиться. То есть, если они, государство разрешает им находиться в Москве области, то есть все граждане, местные, россияне или иностранцы, как они могут работать в Москве, учиться в школах, также их дети спокойно могут у нас учиться. Чтобы родители знали, примерно 14 тысяч рублей в месяц для одного ребенка. Да. И 8:30 отдавать детей в школу и в 3 часов забрать его надо. Да. Да, ну если у нас, например, скажем, дети, если то есть, с одной семьи 2 детей или 3, естественно, у нас есть скидки. Да, если, скажем, да, мать вдова, тоже мы делаем для них скидки. Наша цель, на самом деле, чтобы не деньги зарабатывать, а именно, чтобы беречь наших детей, да, чтобы они не потерялись в этом атмосфере. Поэтому, альхамдулилля, ну, естественно, есть нужды, потому что у нас есть большая аренда, то есть надо содержать эту школу, надо содержать сотрудников. Да, кроме этого, то есть коммунальные платежи, налоги. Поэтому таким образом, альхамдулилля, это для Москвы 580 рублей в день. Это небольшая сумма. Тем более мы знаем именно, скажем, да, частные уроки, хоть русский язык, хоть математика, хоть арабский язык, хоть английский язык, в среднем в Москве стоит 1000-1500 рублей. И там нет еды, да, нет религиозного образования. И частная школа в Москве, они стоят 30 тысяч, 40 тысяч, 50 тысяч, есть даже 80 тысяч, 100 тысяч. Да, поэтому у нас школа, можно сказать, одна из дешевых и удобна. Да, что самое главное, удобство в чем? Что здесь они проходят школьную программу, религиозную программу, и в конце получают они такой же аттестат, документ. И с этим аттестатом, документом они могут поступать в любое училище, техникум. А если после 11 класса, они могут также поступать в любой институт, университет и так далее. А вот в этом заканчивается наш видеоролик про единственную мусульманскую школу в Москве. Желаем всем добра, приходите в эту школу. И ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Да, мы на самом деле тоже еще раз вас приглашаем вас. На самом деле к нам приходить трудно, но уходить еще сложнее. От нас, да? От нас. Да, на самом деле вы убедитесь об этом, когда ваши дети будут довольны, у них на лице будет улыбка. Альхамдулилля, вам понравится когда-нибудь совершать намаз, когда-нибудь читать Коран, когда-нибудь делать дуа, зикр, читать салават пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда они вас будут ценить. И, альхамдулилля, вы самое главное передадите им и вот именно то, что наши отцы, наши дедушки, бабушки хотели, да, что передать самое главное вот это знамя ислама, иншаллах. Дай Аллах, чтобы мы добились этого вместе общими силами. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.